11-й год отмечает светлый и прекрасный праздник День Матери. Спасибо, родная, что ты нас растила, горе и радость деля пополам, ночей не спала, о себе забывала, последний кусок ты нам отдавала. Двое сынов давно уже взрослыми стали, у нас уже семьи, дети свои. К тебе обращаемся с нежной любовью, желаем тебе долголетия, здоровья, целуем, родная, руки твои. Сегодня, в этот праздничный вечер, Шпиров, радость торжества разделяет с нами вице-президент Республики Саха-Якутия Александр Константинович Акимов. Невероятно близко мир матери, такие в нем глубины, что их понять не каждому дано. Мир матери, какое обаяние скрывается под внешней простотой. Мир матери, такое сострадание, наверное, и не снилось нам с тобой. Мир матери, как космос бесконечен, его сигналы сердцем я ловлю, но остается он загадкой вечной. Мир матери и женщины, которую люблю.
приезжают женщины со всей республики. В клинике созданы особые комфортные условия для матери и ребенка. Оснащенные современной техникой палаты, хорошее питание и чуткое отношение медперсонала – это сегодняшние реалии достижений медицины республики. И надежность семейных отношений, нравственное благополучие общества. Нет любви сильнее материнской, нет человека ближе и роднее для подрастающего поколения, нет человека мудрее, мужественнее, бескорыстнее, чем мать. И сегодня одной мамой на свете стало больше. Сегодня родился еще один маленький человечек, который будет жить, учиться и трудиться во благо процветания родной республики. Давайте же пожелаем матери и ребенку здоровья и счастья. С добрым праздничным вечером, дорогие друзья! Примите наши искренние поздравления с самым теплым и добрым праздником почитания материнского труда и благородства, праздником Днем Матери. Позвольте пригласить на сцену мою очаровательную коллегу, мать двоих детей, ведущую сегодняшнего вечера Марину Павлову. Спасибо. А я, в свою очередь, спешу сообщить, что Эдуард является очень хорошим отцом двух замечательных детей. С праздником вас, дорогие наши друзья! Ну что ж, а теперь к теме нашего вечера. Указом первого президента Республики Саха-Якутия от 27 сентября 1993 года в Республике Саха-Якутия впервые в Российской Федерации был учрежден праздник День Матери. Он стал поистине всенародным праздником, когда каждый человек отдает дань уважения женщине-матери. За эти годы 31 женщина-мать были награждены знаком высшей благодарности матери. Президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров особое внимание придает вопросам материнства и детства, особенно многодетных семей и матерей-героинь. В этом году указом президента Республики Вячеслава Анатольевича Штырова учрежден знак «Материнская слава». И сегодня впервые матери, родившие и воспитывающие 7 и более детей, будут получать эти знаки из рук президента Республики Саха-Якутия. В 2001 году, отмечая весомый вклад женщин в социально-экономическое развитие Якутии и в целях поддержки женского движения в Республике Саха-Якутия, указом президента Республики Саха-Якутия был учрежден почетный знак имени Софьи Петровны Сидоровой, первой женщины, председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Дорогие друзья, слово имеет президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сегодня действительно светлый, радостный день для
всей нашей огромной многонациональной республики. Сегодня празднуется День матери. Когда 10 лет назад первый президент Республики Саха-Якутия принимал решение о том, что у нас в республике будет День матери как государственный, национальный праздник, то в этом выразилось и его личное отношение к матери. Но в этом же выразилась и традиции, которые идут из самой глубины веков всего нашего народа. И что бы с нами ни происходило на протяжении бурных исторических времен, вот это отношение к матери, как основе всех основ, как первозданной основе всего мира, оно сохраняется и идет вместе с нами по жизни. Конечно, разные времена ставят новые задачи. Конечно, в разные периоды жизни нашей страны, нашего общества, нашего государства возникают разные проблемы. Они имеют разные способы решения. Конечно, мы находимся на новом историческом этапе, когда многие вопросы, проблемы материнства, детства, проблемы вообще социального развития общества сегодня решаются гораздо труднее, сложнее. Но тем не менее, мы всегда помним и знаем, что до тех пор, пока счастливы дети, счастливы их матери. До тех пор счастливы дети, пока они знают, что благополучны их матери. Вот почему в республике продолжается линия на сохранение и укрепление тех социальных завоеваний, поддержки материнства и детства, которые присущи нашей республике. Сегодня я не только от имени правительства Республики Саха-Якутия, администрации президента республики, но и от всего нашего народа поздравляю вас и в вашем лице всех матерей республики с нашим светлым, радостным праздником. Счастья, здоровья и успеха. И для меня, конечно же, является огромной честью вручить сегодня наши республиканские награды нашим матерям. Начинаем церемонию награждения наших матерей. Указ президента Республики Саха-Якутия за особые заслуги в воспитании детей и укреплении семьи, значительный вклад в развитие экономики республики и активную общественную деятельность наградить знаком высшей благодарности матери Аверинскую Анну Николаевну, мать, родившую и воспитавшую 8 детей, ветерана труда и тыла Великой Отечественной войны 41-45 годов, почетного гражданина Эвена-Бутантайского улуса, активную общественницу Эвена-Бутантайский улус. Дочь Оленевода Аверинская Анна Николаевна прожила с мужем 58 лет. В этом году ей исполнилось 80. Она заботливая бабушка 14 внуков и 12 правнуков. Третьякову Марию Гаврилевну, мать, родившую и воспитавшую 7 детей, ветерана труда и тыла Великой Отечественной войны 1941-45 годов, активную общественницу Среднеколымский улус. Богатство Марии Гаврилевны в 7 детях и 17 внуков. Дети Марии Гаврилевны стали достойными людьми. Ее дочь, известная в республике, доктор социологических наук, депутат 2 созывов Госсобрания Илтумен. Дочь Варвара, заслуженный врач республики. Светлана, директор школы, отличник просвещения. Наградить знаком высшей благодарности матери Христофорову Александру Афанасьевну, мать, родившую и воспитывающую 5 детей, ветерана труда и тыла Великой Отечественной войны 41-45 годов, активную общественницу Жиганский улус. Александра Афанасьевна из семьи колхозников. Она любимая мать 5 детей и заботливая бабушка 7 внуков. Получили высшее образование, стали специалистами, гидрогеологом, журналистом, юристом, учителем, научным сотрудником. Указ президента Республики Саха-Якутия. В
целях повышения социального статуса многодетных матерей, придавая особое значение роли матери в воспитании детей и укреплении семьи, наградить знаком «Материнская слава» Васильеву Аграфену Васильевну, мать, родившую и воспитывающую 8 детей, Сунтарский улус. Сама из многодетной семьи, медсестра участковой больницы Аграфена Васильевна в 2003 году признана лучшей медсестрой Сунтарского улуса. В 1999 году многодетная семья Васильевых стала победителем республиканского конкурса «Сельская семья» Республики Саха-Якутия. Винниченко Нину Юрьевну, мать, родившую и воспитывающую 10 детей, Мирнинский улус. Активная участница общественного движения многодетных семей «Надежда» города Мирного. Нина Юрьевна добрая и внимательная мать 10 детей, 2 из которых взяты под опеку. И не зря именно семье Винниченко в 2002 году был вручен диплом администрации города Мирного в номинации «Сердце отдаю детям». Наградить знаком «Материнская слава» Сидоренко Валентину Михайловну, мать, родившую и воспитывающую 7 детей, Хангаласский улус. 7 детей. Старший сын золотой медалист. Все дети увлекаются спортом. Заботливая ее многодетная семья. Но и все ученики Покровской средней школы, где она работает социальным педагогом и инспектором по защите прав ребенка. Туприну Веру Григорьевну, мать, родившую и воспитывающую 7 детей, Анабарский улус. Семья Туприных живет в трудных условиях Заполярья. Для своих детей они не только пример гармоничных семейных отношений, но и образец активной жизненной позиции. Кроме родительских обязанностей, они являются активными участниками художественной самодеятельности, стали дипломантами фестиваля «Анабарские белые ночи». Наградить знаком «Материнская слава» Юлину Татьяну Петровну, мать, родившую и воспитывающую 8 детей, Алданский улус. Дети Татьяны Петровны и Владимира Константиновича из поселка Нижний Куранах с детства приучены к труду. Их семейная экономика – это большое подсобное хозяйство. 4 коровы, 16 бычков, 5 свиней, ухаживать за которыми дети помогают наравне со взрослыми. За многолетнюю активную общественную деятельность и личное участие в социально-экономическом развитии Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком имени Софьи Сидоровой Бессонову Нину Михайловну, председателя Улусного женского совета Ленского района. Более 5 лет Нина Михайловна занимается вопросами охраны материнства и детства. Как руководитель комитета солдатских матерей, она организовала такое движение, как «Письмо односельчан-солдату». За эти годы в Улусе созданы и работают женский клуб «Линчанка», центр «Ключ к здоровью», учреждена книга лучших семей района. Савинову Клару Егоровну, председателя Улусного женского совета Вилюйского улуса. Лидер женского движения Вилюйского улуса на протяжении 20 лет Егоровна создавала клубы многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, здорового образа жизни, женские клубы в Якутии, Улусный комитет родителей солдат и матросов. Наградить почетным знаком имени Софьи Сидоровой Сафронову Анисию Даниловну, заместителя председателя женского совета села Бюдюнь Амгинского улуса. Благодаря общественной активности Анисии Даниловны, руководимый ею Дом культуры стал настоящим центром общественных организаций наслега. Она смогла организовать не только женщин, но и стала инициатором создания общественной организации отцов БААТ.
Дорогие наши гости, друзья, еще и еще раз от всей души поздравляем наших славных женщин-матерей, награжденных сегодня высшими знаками признания их материнского труда и награжденных активных участниц женского движения. С праздником вас, дорогие наши мамы! Примите искренние поздравления с Днем Матери, сердечная признательность и низкий вам поклон от имени благодарных поколений, сыновей и дочерей за ваш трудовой и материнский подвиг на благо родной республики. И в этот праздничный день от души желаю счастья, здоровья, светлых женских материнских радостей вам, дорогие наши матери. От имени всех награжденных матерей слово предоставляется Христофоровой Александре Афанасьевне, удивительной маме из Жиганского улуса, награжденной знаком высшей благодарности матери. Пожалуйста, Александра Афанасьевна. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, дорогие гости, милые женщины-матери, разрешите от имени многодетных матерей, удостоенных почетной награды, выразить глубокую благодарность за такую высокую оценку нашего материнского труда. Мы самые обычные, простые матери, вырастили, воспитывали своих детей, не думая о наградах, желая, чтобы они стали хорошими, здоровыми, полезными людьми в обществе. Я хочу сказать слова благодарности нашему президенту, уважаемому Вячеславу Анатольевичу и нашему правительству и комитету по делам материнства и по делам семьи и детства за такое внимание к подрастающему поколению и заботу о семье, уважение к матери. Я сегодня от всей души большой радостью поздравляю всех матерей в вашем лице и всех матерей республики этим прекрасным праздником Днем Матери. И желаю всем вам самого крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Хочу закончить свое выступление отрывками из стишков из своего сочинения. Не повторится этот прекрасный миг, и не возвратится этот чудесный день, а только запоминается и только вспоминаются эти чудные мгновения. Давайте, друзья, каждый новый день встретим с улыбкой радости и счастья, порадуемся каждой нашей встрече. Спасибо. Спасибо вам, Александра Афанасьевна, спасибо. Побольше вам доброты, любви, счастья, как, в общем-то, и всем мамам, сидящим в этом зале. Простое, теплое, родное и золотое слово «мама». Оно для всех нас дорогое. Всю жизнь проходит рядом с нами. В этот праздничный вечер всех мам пришли поздравить самые маленькие участники нашего вечера. Это воспитанники детского сада Центра развития номер 26, заведующая детским садом Баишева Надежда Прохоровна, музыкальный руководитель Аносова Инна Анатольевна. Встречайте. Встречайте бурными аплодисментами. На сцене наши с вами любимые дети. Точно знаю
My dear, dear mommy, I love you very much. I want you to be happy very much. Be happy, be happy, be happy very much. Я про мамочку мою эту песенку пою. Мама, друг хороший мой, самый добрый, дорогой. Мамочка, мама, милая моя. Мамочка, мама, любимая. Когда они не ждут меня и нет друзей вокруг, ты рядом, мамочка моя, мой самый верный друг. Я поделюсь своей бедой, и мамочка поймет, погладит ласковой рукой, и вся печаль уйдет. Мама, хорошо всегда с тобой. Мама, будь здоровой, молодой. Улыбнись и крепко обними. Не гаси огонь своей любви. Не надо много час, мне папа говорит. Наверное, он меня опять за шалость не простит. И только мама никогда в душе не вешает зла. Хочу, чтоб мамочка всегда ты рядышком была. Мама, хорошо всегда с тобой. Мама, будь здоровой, молодой. Улыбнись и крепко обними. Не гаси огонь своей любви. Мама, хорошо всегда с тобой.
А той, кто
Милая мама, мы всю жизнь пред тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего не просила. Во всем лучшей доли желала ты нам. Красива, добра, весела и нежна. Ты нам ежедневно и вечно нужна. Всех замечательных мам поздравляет с праздником, с Днем Матери, солист государственного вокального ансамбля «Туймада» Гаврил Николаев. Эти слова, такие нежные и добрые слова, и рассказать мою историю любви, и вспомнить дни, когда шла кругом голова, мечта не дни. Словно колдовство, любовь окутала, овеяла тепло, обманами размыла золотым дождем. Тебе и мне открыла истины свои, простые они. Кто любит прав, а это истина, как мир стара и бессмысленно, сердца свои открыть любви. Порой нам нелегко, но верить надо, и любовь и счастье рядом, и с тобой должны быть вместе мы. Исповедь моя стара, как море, и белее, чем снега, и пением ангела наполнены века. Любовь пришла, звучит весна, со мной она. Кто любит прав, а это истина, как мир стара и бессмысленно, сердца свои открыть любви. Порой нам нелегко, но верить надо, и любовь и счастье рядом, и с тобой должны быть вместе мы. Найти слова, такие нежные, добрые слова, и рассказать мою историю любви, и вспомнить дни, когда шла кругом голова, мечта не дни. На сцене хореографические движения в Дворце детства у побережья.
мыслях я навещаю домик наш за рекой. Как живешь ты, родная, сыну сердца раскрой. Я служу на границе, где полярная мгла, ветер в окна стучится, путь метель замела. К нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Да, у многих матерей сыновья служат в армии. И, конечно же, каждая из наших замечательных мам наверняка ежечасно, ежеминутно думает, как он там, мой дорогой сыночек, когда вернется домой. Конечно же, любая мама ждет своего сына. Ведь так? Давайте-ка я сейчас спущусь к вам и задам этот вопрос некоторым из вас. Дорогие мамочки, готовьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Я Горохова Рима Даниловна. У вас никто в армии сын не служит? Да нет, вот я одного сына собираюсь в этом году провожать. А, все-таки. Как зовут сына? Дима. Сколько лет? 18. Вы переживаете? Ну, конечно. Но в то же время я рада, это будет для него испытание. И я надеюсь, что он его выдержит. Конечно. Тем более такая замечательная мама с добрыми глазами. Поздравляю вас с праздником. Представьтесь, пожалуйста. Мухова Зоя Савична. Зоя Савична, у вас дети, дочь, сын, кто? У меня дочь и сын, но сыну еще рано, ему всего 13 лет. Но, надеюсь, со временем он пойдет в армию. И вы его с удовольствием отпустите? Да. Чтобы он выполнил свой священный долг перед Родиной, да? Обязательно. Спасибо. Желаем вам здоровья, счастья, успехов. Здоровья вашему сыну, с праздником. Поздравляю с праздником. Можно я подойду к вам? Представьтесь, пожалуйста. Нухова Альбина Васильевна. Альбина Васильевна, сколько у вас детей? 4. Четверо? Четверо детей. Дочери, сыновья? 3 сыновей, 1 дочь. 3 сыновей и 1 дочка, да? Угу, отлично. И сколько же лет сыновьям, вот старшему, например? Старшему 23. 23? Он уже отслужил в армии? Нет, он здесь служит. Он служит в армии. После завершения учебы в Якутском государственном университете, да? А он когда должен вернуться домой? На днях. На днях? На днях должен вернуться домой. Вы знаете, дорогие друзья, конечно же, наверняка каждый из вас вот сидит здесь, да, и думает, такой праздник, президент здесь, представители правительства здесь, что-то же должно случиться. И вы действительно правы. Вот я случайно совершенно подошла к Альбине Васильевне и вдруг узнала, что ее сын на днях должен вернуться из армии. Вы знаете, дорогая Альбина Васильевна, пусть сегодня и для вас, и для всех мам действительно будет замечательный праздничный подарок. Пожалуйста, посмотрите на наш экран. Организаторы вечера. Все будет хорошо. Альбина Васильевна, поднимитесь, пожалуйста, я прошу вас. Посмотрите в зал. Дорогие друзья, я бы очень попросила вас, чтобы вы все напрягли свое зрение или увидели счастливые материнские глаза. Вы знаете, это здорово, когда вот в такой праздник сын поздравляет свою маму, пусть даже через экран. Альбина Васильевна, я прошу вас, пройдите со мной на сцену. Будьте так добры, пойдемте под аплодисменты нашего зрительного зала. Милые женщины, я поздравляю от всей души всех вас. И думаю, что всем вам сегодня будет очень приятно порадоваться, хотя бы за одну маму из нашего зала. Аплодисменты. Альбина Васильевна работает в киоске «Саха-Печать». Она многодетная мать, воспитывает 4 детей. Самый старший сын Айсен.
Конечно же, я просто уверена, что Альбина Васильевна хотела бы, ой, она волнуется, вы знаете, она волнуется. Она бы хотела не только услышать поздравления, но и, конечно же, как любая из нас, из матерей, обнять, прижать к груди свою родную кровиночку. Так, Альбина Васильевна? Так, конечно. Так, конечно. Ну что ж, пожалуйста, Дорогие Эдуард. женщины, не только в новогоднюю ночь сбываются наши мечты и желания, но и в этот прекрасный и замечательный праздник, День матери, могут исполниться желания мам. Итак, Альбина Васильевна, посмотрите, пожалуйста, направо. Дорогие друзья, Айсен действительно должен был на днях вернуться из службы в рядах Советской Армии. Где-то в ноябре, а может быть в декабре. Но тем не менее, мы сегодня постарались, и Айсен рядом со своей любимой мамой. Конечно же, и мы, и весь зал. Аплодисменты громче, пожалуйста. Очень рад за Альбину Васильевну и Айсена Наиноховой. Но это еще не все волнующие и очень приятные моменты сегодняшнего вечера. Ведь не только одна мама должна быть сегодня счастлива. Пусть радость неожиданной, но такой долгожданной встречи коснется хотя бы еще одну из вас. У нас в зале находится Евстафьева Ксения Петровна, чей сын служит в рядах российской армии. Ксения Петровна, вы здесь? Приподнимитесь, пожалуйста, чтобы мы вас увидели. Ксения Петровна, поздравляем вас от души, поздравляем с праздником. Ксения Петровна, встречайте своего сына. Своей любимой мамочке. Бежит, цветами, глазами красивыми. Эдгар Давыдович, матрос военно-морского флота, отслужил 2 года на Тихоокеанском флоте. Дорогие друзья, мы просим вас, пожалуйста, проходите, радуйтесь, общайтесь. Вы ведь наверняка соскучились, и вам есть о чем поговорить с любимым старшим сыном. Дорогие друзья, ну а мы от всей души благодарим от имени организаторов сегодня неожиданных, но очень прекрасных встреч. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас подготовлен еще один видеоматериал. Он будет? Будет. Тогда, пожалуйста, внимание на экран. Даже мы люди, техника может подвести, но мне бы хотелось взамен этого видеосюжета прочитать вам небольшое, маленькое, коротенькое стихотворение, которое действительно греет душу любого человека. Говорят, есть светлый на земле приют, любовь и нежность там живут. Все, что порой лишь снится нам, навеки приютилось там. То сердце матери, оно так верно, нежно суждено ему жить радостью твоей, нести ярмо твоих скорбей. Дорогие наши мамы, от имени всех сыновей, дочерей, мы еще раз поздравляем вас с замечательным светлым праздником, Днем Матери. Здоровья вам, счастья, любви, а самое главное, внимания и теплоты от ваших близких. Будьте всегда, будьте с нами. От всей души разделяем радость наших матерей. И вот на такой трогательной ноте я хочу посвятить следующий музыкальный номер всем матерям, у которых сыновья служат в армии. Для вас поет Владимир Индигирский. Встречайте. Примите от сыновей самую любимую сыновнюю любовь. Вам, дорогие наши мамы, Ие сылланылым ду.
Minni gösteriyekes Kar nurala sütakın Göl dumana sütakın İye suamilim du İye kuamilim du O saskın sanıktın O bulanılıktın Sürdüğünde soğuktadım Süreğin teber fen İye suamilim du İye kuamilim du Oh saskın sanıktım Oh bulanılıktım Kelelen tingen sirogun yaman Dine temeniren miyabas niti belni bem Inge gudemde gudi hecekemine da gudi Unarabi şonda gudi Кетлени куна удаку Золотой ты птенчик мой Ты не бойся, я с тобой Говорила ты тогда Мама милая моя Мама, дай обнять тебя Знай, как я люблю тебя Вспомню детские мечты Там, где папа, я и ты Наши мамины глаза Не забудем мы никогда О, саскун саныктын О, болан Помните, буквально несколько минут тому назад я предлагала вам обратить свои взоры на наш волшебный экран. Мы действительно готовили и приготовили настоящий праздничный сюрприз для наших мам. Но две мамы, которые, конечно же, спешат и торопятся, я не ошиблась. Я говорю, спешат и торопятся, потому что живут они в Намском Улусе и не смогли к данному сроку, к этому времени подъехать к нам в этот замечательный, гостеприимный, празднично оформленный зал. Но самое интересное, что два прекрасных красавца парня, два замечательных солдата Тихоокеанского флота, матроса вернее, города Владивостока сегодня здесь. И я попросила бы вас за место их любимых мам горячо, тепло, сердечно встретить двух замечательных наших орлов. Это Андрей Едрихинский и Анатолий Иванов. Еще дружнее, дорогие друзья! Конечно же, сегодня в этот волшебный, праздничный вечер, вечер и праздник наших мам. Ребята дождутся своих матерей. Вот еще какая замечательная встреча! Доехала, одна доехала, боже мой! Как здорово! Аплодируйте, аплодируйте! Ну что ж, на одну секундочку мы прервем ваши душевные такие родственные объятия. Скажите, пожалуйста, представьтесь, как зовут. Как вы вот сегодня себя чувствуете? Я такого не ожидала. Я Александра Едрихинская, с Намса. Вот у меня 5 детей. Это второй его сын. Я его ждали бы сколько дней его. Ждали и, наконец, дождались. Вы знаете, да,
Александра Семеновна, вы действительно счастливая женщина. Вы сегодня тоже получили свою лапочку, свое драгоценное сокровище, своего Андрюшеньку. Здоровья вам, счастья, любви, процветания, чтобы все-все-все было у вас хорошо. Но, Анатолий, такая же радостная встреча, конечно же, ждет и вас у вас дома. И сегодня я прошу вас, дорогие друзья, еще раз искупайте Анатолия в ваших волнах сердечности, доброты, теплоты. Толя, эти аплодисменты для вас. С праздником вашу маму, которая скоро-скоро приедет к вам. Кстати, Анатолий Анатольевич Иванов отслужил в десантно-штурмовой роте военно-морского флота. Дорогие друзья, встречайте мужской состав государственного вокального ансамбля «Туймада».
üstüge tugan kelle duyalıya. Doktor, 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 doktor gel üstüge duman bolma, duman bolma. Doktor hasta üstü seri bucikti köstüde. Sarısı olmandı kemiğe köştü. Atın canı yerde. Yavaş yavaş gülüşüge tuğan kelle piyalıya. Doktor, 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 doktor gel üstüge duman olma, duman olma. Edilme gerekliye Ustailin havladı Zirtemiz kılın bir gel Saktak varami Çarız çarız gülüşüge Duran kelle kralıra Doktor, doktor, doktor gel üstüge duman bolma, duman bolma, duman bolma, duman bolma. Как-то великий поэт Расул Гамзатов сказал: «Мерилом достоинства человека считается его отношение к матери. Сколько солнца, тепла, добра и любви в этом коротком, в таком простом и привычном, но святом для каждого из нас слове «мама». Ведь недаром наше первое слово – это «мама». Берегите, любите свою маму, ведь ближе и роднее ее на свете нет никого. Вас поздравляет солистка государственного вокального ансамбля «Туймада» Сарглана Бугулова. Мир
На нашей сцене антреприза «Алтын Саха». Художественный руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Розалия Христофорова. Антреприза «Алтын Саха». У каждого из нас есть мама, самый близкий и родной человек, подаривший нам саму жизнь. Ту жизнь, что все матери без исключения считают превыше своей собственной. И как бывает горько и обидно, когда мы, взрослые дети, порой забываем о простом внимании к нашим мамам. Доставьте же им эту радость, находясь от нее вдалеке. Не опоздайте со словами любви, признательности и благодарности. Не забывайте о ней. Дорогие друзья, наша встреча подходит к концу. Мы прощаемся с вами и от души говорим вам огромное спасибо за то, что вы сегодня были вместе с нами. Желаем всем вам крепкого здоровья, добра и счастья. Чтоб жизнь как день была светла, чтоб только радость без тревог переступала ваш порог. С праздником! С Днем Матери!